Маршал Ишик Махкоя. Приветствую наших постоянных зрителей. Друзья, в эфире программа «Точки опоры». И сегодняшняя наша с вами встреча приурочена к Дню памяти и скорби. Да, памятных дат в нашей многовековой истории было немало, как и дней скорби. Мы помним, как указом главы нашей республики был учрежден этот день, День памяти и скорби. По сути, этот день вобрал в себя все скорбные памятные даты, чтобы мы в один день об этом поговорили, чтобы мы еще раз вспомнили эти страницы, в ряду которых очень много и ратных страниц, и героических страниц. Но все это сегодня стало достоянием истории. Я хочу представить вам наших уважаемых экспертов. Я не случайно сказал, что это стало частью истории. И сегодня в нашей студии тоже творцы, люди, которые всю жизнь, десятилетиями трудятся на этой нелегкой, благодарной, благородной ниве истории, исторической науки. По правую руку от меня наши уважаемые эксперты, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Чеченской Республики, уважаемый наш Шахруди Гапуров, Шахруди Маршал. Также заместитель директора Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики, заведующий отделом комплексного научно-исследовательского Института Российской Академии Наук, профессор Абдулла Бугаев, Абдулла Машуойло, и директор Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики, профессор Супьян Магомадов. Супьян Шудериги Маршадуойла. Шаурди, там виси дешдул Хохдина, День памяти и скорби из-за того, цаншарт и хадул делдас я итшо бэшо бэн шершка вегин винха хадуошдул хилмыша цера иша цер махадин иш оза цундела в омса холса дагавела в мехдаса ишт учили динаду иде قطعنا ويهرغير أتوبلا ميل جينر حقيقة يشلوشتو وتانا حقواش دولو исторически خلمش. الدنيا نشوحها خلقش بالنش بحكنا دقو غيردو أما نخشي خلقسان بالنش دقلينا خلق دق غيردات. هندو تيشت أجر حلقة تسعة بانزن هندو وينوخشي مارشو يش ناخدوي ويشنا تيح نيتس بيش دقن دعلوينا داك ويش عادت ويش غلقش ويش لات لردش دعلويش خلا دعلتش خلا لاح ليردو أما إيش هذا يتردد سانت جيوش كده يتردد سال سنديل نوخشي لات تيه نوخشي خلق عندي بالنش دق باكنا ده نيسيلر دحر دي هوتوش تلوش نح رأيت استوى برلمانت علما بلغلوي زيقاش دقدولش دولش نح ألا أدروي تحندي نحلهم دات أصدي نح دوس دق نوخشي خلق عندي باكنا بالنش bir daga baytuş tak iddet yaqashli sulta sağınç doğuşman qelxin chan vay gazot yada qelxin chan iş daqir duharal da vay noqchi xalqana duqbalnç tabaqna aqoy oqahma alara may shi pachhalq mot bu noqchi версин vay iza бютер бок Allah одарил чеченцев очень прекрасной землей, плодородной, красивой. И с глубоких времен, с глубокой древности очень много было желающих эту землю захватить. В XIX веке был такой историк Потто. Так вот он говорил для всех, кто приходил на Кавказ,
первой на пути лежала Чечня. Благодатная, красивая земля. И только пройдя ее, можно было идти дальше на Кавказ. На самом деле так это и было. Из-за того, что нам пришлось, здесь о 20 веке будут говорить мои коллеги, на этом пути, прежде всего, конечно, надо вспомнить Кавказскую войну. Это 19 век, войнохч имам Шемалзгам Олцунг. Это когда чеченцы, дагестанцы, кабардинцы воевали за свою свободу. Но и до этого огромная беда пришла на Кавказ в 13 веке, на Северный Кавказ прежде всего. И на Чечню в том числе. Это монголо-татары. Во время монголо-татарского нашествия половина чеченского народа погибла, сопротивляясь этому нашествию. Силы были очень неравные, огромные монгольские полчища во главе с двумя тогдашними самыми знаменитыми монгольскими полководцами Субэдэй и Джебе. Сопротивляться им, ну, они уже полмира почти завоевали, конечно, было практически невозможно. Вся чеченская равнина, все до единого населенные пункты были уничтожены. По вторая половина населения в этой борьбе погибла. И остатки чеченцев отступили в горы. Туда монгольская конница добраться не могла. Еще раз повторяю, практически чеченская равнина вся была уничтожена. Все населенные пункты, половина населения. До этого, начиная где-то со второго тысячелетия, как подчеркивают очень многие историки, и зарубежные, и российские, советские, современные, чеченцы были на Центральном Кавказе ведущей, доминирующей силой и по экономике, и по своему влиянию. А вот монголо-татарское нашествие отбросило нас очень далеко. И лишь с конца 16-го, 17-м, начале 18 века чеченцы начали возвращаться на равнину после того, как сперва русское воинство разгромило татар. Это, конечно, даты можно считать 1380 год, так называемое стояние на Угре. И вот благодаря тому, что силы Руси, русского народа, разбили монголо-татар, чеченцы получили возможность вернуться на свои исконные земли, на равнину, по Тереку и Сунже. Затем наступил 19 век. Надо сказать, что с конца 16 века чеченцы вступили в дружественные, добрососедские отношения с Россией с конца 16 века. Первое чеченское посольство отправилось в Москву в 1588 году, а в 1589 году был царем московским подписан первый российско-чеченский договор о том, что Россия берет под защиту, под покровительство Чечню. К началу 19 века, практически даже с 1807 года, здесь началось устанавливаться российская административная власть. Но в 1816 году вот это поступательное развитие российско-чеченских отношений, оно прервалось. Потому что в 1801 году к России была присоединена Грузия, а сама территория Северного Кавказа, она не была подконтрольна России, то есть здесь не было крепкой российской власти. И вот в 1816 году в качестве официального назывался главнокомандующий Кавказской армией, инспектор Астраханской и Кавказской губернии. Ну, по своим функциям, полномочиям, это был наместник Кавказа. Сюда был назначен генерал Алексей Петрович Ермолов. Так вот, этот человек отбросил весь положительный опыт российско-чеченских, но в целом российско-горских отношений, который был до него, решать все возникающие проблемы дипломатическим путем, мирным путем, переговорами. А вот этим путем горцы понимали, прежде всего чеченцы, а вот язык силы понимать чеченцы не хотели.
И вот он в конце 1817 года составил план покорения народов Северного Кавказа, и в нем первый пункт – перенос так называемой Кавказской военной линии, это цепь укреплений казачьих станиц, с Терека на Сунжу. И первый пункт – строительство крепости при входе в Большую Чечню, это Ханкальское ущелье. Когда он июня 1818 года перешел Терек, он из Черленой перешел, и вступил на чеченскую землю, исходя из предыдущего опыта, чеченцы выслали к нему делегацию, как русские говорят, с хлебом, солью, на переговоры. Но Ермолову никакие переговоры были не нужны. Он им заявил: мне не нужны никакие переговоры. Или полное покорение, полное смирение, или смерть. Такой язык чеченцы не понимали. Язык ультиматумов чеченцы никогда не понимали. Язык дипломатии, да, но язык ультиматумов нет. И вот, как только началось строительство крепости Грозный, стало очевидным, что на этот раз никакие подписанные документы не будут, российские войска не собираются уходить, и чеченцы подняли восстание. Следом такое же восстание поднимается в Дагестане, следом в Кабарде. И вот и начинается вот эта печально знаменитая и трагическая Кавказская война с 1818 года. Она продлилась на северо-восточном Кавказе до 1859 года. Ну, почти полвека. В этой войне, да, действительно, чеченцы приняли очень активное участие. Как пишут почти все, кто пишет о Кавказской войне, а пишут очень много, чеченцы были самой организованной силой в этой войне. У имама Шамиля, которого избрали имамом Чечни в 1840 году на съезде 8 марта Урус-Мартане, у него было около 200 наибов. Так вот, из них 112 были чеченцы. Самые знаменитые наибы Кавказской войны – это Байсангур Биноевский, это Алхик Шалинский, Эски Гуноевский, Айса Гриндергеноевский, Шуайб Центроевский и так далее. Более 100, как я сказал, всех их не перечислишь. А до них был знаменитый Бейбулат Таймиев, Тайми Бейболт. Это не только воин, мы привыкли судить о нем, о воине, да, это беспримерно храбрый человек, мужественный, но это был очень умный человек и очень тонкий дипломат, который значит, изначально своей деятельности, а первое упоминание о нем, это 1806 год, понимал, что вот той борьбе великих держав, которая развернулась в странах Востока, конечно, чеченцы не смогут отстоять независимость. Но чеченцам надо найти свое достойное место в российском государстве. С 1806 года и до 1829 года он встречался с каждым кавказским наместником. Он получил офицерский чин. От него требовали одно – вот прекратить набеги чеченцев на Кавказскую линию. Он говорил: хорошо, только два условия. Первое – вы даете чеченцам внутреннюю автономию. А и Бог вот и воюют, что нохчи рилкш, нохчи ададш, нохчи дин, нохчи лат хемадье. Полностью отдать чеченцам внутреннее управление и управлять чеченцами по вот этим чеченским традициям. Увы, вот на это российская власть не шла. Единственный из всех российских наместников до середины 19 века, кто на это был согласен и вел переговоры с ним в Тифлисе, это был князь-граф Паскевич. Но, увы, в 1830 году Паскевича отозвали в Россию, послали на подавление польского восстания. В 1831 году, как известно, сам Бейбулат вероломно был убит. И Чечня полностью погрузилась в Кавказскую войну. В Кавказской войне чеченцы, вот, которая длилась, повторяю, почти полвека, потеряли половину населения. Ах, от тамях, от кавказский, тамях, нохчи халкхилла. Я встречал цифры.
источниках, где говорилось, что к концу Кавказской войны погибло 70% чеченских мужчин. Ойлич, Докко, причем вот все эти военные экспедиции российские войска совершали зимой. Ай, он эхки гадольш, масон дечк яхаветтена, хаят шмичериет хуш сагилла, российская армия несла большие потери, а ай, вадюжа, бахметтегяц, и вот российские войска двигаются вглубь Чечни, население убегает в лес, но тогда стояли дикие морозы, 20-30 градусов, там никакой подготовки нет. И вот от холода и голода огромном количестве умирало мирное население. Но, слава Богу, наконец, в 1859 году Кавказская война заканчивается. Кстати, к этому времени чеченцы в большинстве своем пришли к выводу, что продолжать войну не надо. Во-первых, она бесперспективна. Россию никогда маленькому народу Чечни не победить. Ну и огромные потери, усталость. И в это время появляется и начинает действовать, учить народ святой устаз Кунтахаджи, дал или то Йольчин Соквертдер Бог Шохел Нохчевой Хеллак Хульшту. Махлитвай Хеллак. Сацбет он. Рассит свой марш Хилдиез, рассит свой ищцахуливай Хеллакхирдо. Цюндело дух беш, со и хейхамш беш, так остохлу дилан герз ва ночь. Первой столицей имамата Шамиля был введено сперва Даргото 1845 года, потом введено 1 апреля 1859 года введено было взято российскими войсками. И июня 1859 года российская власть была установлена. Последним селением, которое до последнего сопротивлялось, это Биной, нынешнего Наживитовского района. Казалось бы, вот это самое тяжкое позади, закончилась эта длительная Кавказская война. Но в 1877 году, как мы знаем, происходит народное движение под руководством Алибека Алдама Альбек-Хажи Аттам Олхуайцунх. В основном оно было поддержано нынешнем Нажаюртовском, Веденском и Аргунском ущелье. Равнина это восстание не поддержала абсолютно. На равнине, уже увидевшие, что такое война, чеченцы заявили, что мы участвовать не будем. Более того, равнинные чеченцы поняли, что с Россией выгодно жить в мире. Появились первые школы, завязались очень тесные экономические отношения. Появились новые рабочие места. И поэтому здесь заявили, нет, мы участвовать в этом восстании не будем. Цена этого восстания тоже была очень большая. 18 ичкеринских сел было уничтожено. Вот тогда вот и восстание подавитинчил. Ламшер вахабахна масо аренг хадасбах без ки хаваргат мамат сабайт али ишт нистелдер док зулум да лаба тош осам док адам халкхила докнах сибрех багитна ишт эсналс баешершках бок баллайна нохч Олош баешершках и балнш нистелот и бовайн ишт хиллах и оло баешо хакач лехилдер. Барка Шарди Дерез каждый раз после вашего такого подробнейшего анализа я вспоминаю, почему так охотно студенты идут на ваши лекции. Абдулла Махмудович, очень символично, что мы сегодня встретились в год истории, архитектуры и культурного наследия, да, объявленный в нашей республике указом главы нашей республики. По-разному складывалась судьба народа, об этом подробно рассказал Шаруди Адинович, как это было с незапамятных времен, с XIII века. Ну, особые страницы жестокости или попыток исковеркать нашу историю было много в XX веке. Вот сегодня в рамках нашей темы Дня памяти и скорби, вот какие основные события обращают на себя
Внимание. Баркал дерез хил, ассаламу алейкум, махквай. Вы тагна, вы история хиллаг, так, вы хилг, лейн бала, вы хилг, ан хил зенш, дага дуайч, дисхлал вош кятду, шару дис, вен гейнер дун зам халаца, хиллаг лелаг дицер, سونسام الله داول ولی ویبلشنا دال گشتویل غازم دال قابل دوال سیر تقوینا یسوش ماه أشوالخ نیست أشوالخ وی مخنا خلنا خل دول زیخا وین سودینا داول آمد هاج دال غازم قابل دوال سیر آمین آمین هوشار دیسه دادولین چرا ات ایوسلو بعشرة لاتسه جیم سام الله ارسونا هندالشه أسي تدم تبويتر بيجا وي توم بورشين سايزر إس بعشرة أدو ألشرح أردخ إذا دو أخ إي политика принудительного выселения ол أخ إنس علمنش депортация ألشه إذا نيس دوغش داس أولي إذا أول دلا депортация بوغشو دوق ما عندهش قويتش دو خلرك سايزر بار شوط دو الشراح كيف كازيرا دوق أدم أردقنا أردق ربعن خوخ اللهون ألشا رسي بشالخ رسي بشح سو بوغشو بوليتيك خوش شقيق إسناخي شيء دين شيء غلق لردش دعلو يشتون بيش لاتن بولناخ تسارة تيشن بوش يشتير نيت الله بألا и политика дайволин цацбол специалист олжду ахмелон так эрвякын оли Кавказер Турция дабагайтын оли ваймахкара приэзер семьяю приэзер так багайтын оли ах цар лейнага цар дуэснага дала бусуднахын тимадайтол халуныш лейна тухбеш бала белла халык хылла تيرت أحيانش بسنا تغن إس بشالق أربع مخ بشالقشكا تركوا مخا إش عش دقوة نخشي بو أو بعشرة 20 век ومسيت زوقع ووش خاتشي مسوغين أس تيدم تبوغيش بوخ 20 век وي история نخشي غلغة история أجر خل أجر قيزة زام خلق 20 век. إذا إن سوق وين تلفزيون يلو الخان يجي دوتشل دال ديتالح نساس كورت نش بيرجل داخش مثلا أول باش ودادول وشخينا روسيا تومبينا روسيا تعذر إسبا виритол шоқаши революция гыла تعذر إسبا دوتول شرح Первая мировая война была, и most событий шока ночи да лучшила. Революция юлчена, гражданский том был чена, и гражданский том вымахка Цайзер избавит олшера баст март-апрель сухена чек был луршбу. Вы инс мосите сена оста двич, а инас шару дица супянца супян и гражданский том ама бяш туда диссертация юлшу. Дела саум алла сухена вы махкдайн нухши халба лирш был нех дух хайкл качу бирцы болит. Гражданский том бог доц эдакас вы ок кайныш чиныш белые красные оли. Россия хазнес дух зихла а вы куз махка دينيكن واوي عن دينيكن شيء أو زكونش داخلين يقوزع أعينا سو خزنيسن بوق نيت بينا نوخشن تاع دوق يرش تقي يورت يوغا أينا سو هو قوزع دو ألخن غالا سن ألخن غالا سوتن يورتا مسكر أولا إشت يرتشكا تو أم بيشغنا نوخش خزنيسن شو
дюалой на денекин. Ах цу март бата вайхок махка лорж был нахок ахенс был нах гулбина гулумбина цу галичо. Ах цу документista архивный документista цу дюцугдук цу бог شو قاعدتن نيتبل شو قاعدتن до Москвы давал еще шведше шекверт а что главная моя задача взять Москву, но оставив в тылу такую силу, коварную силу, как чеченцев, я не могу уйти. Сундель эстана ша богу до элет илас дешина. Ну цугена вот народный совет улшала. Ах шута цуатра цулакар ярчка большевик дали цин сент куксович ушлер беш нохши цуаначак было ах гит диникинс элк садич садолк элла ит ветти саманьорина дела тома ит хузур идавогл син том бина итом бед хилдела иза давана хузур ах султиха وإندستريزация, коллективизация богша большевики айдлу Ленин уждует дух зеншхла ах 30-е годы дух адам махках дакна ах вот он был бел султиха саазер исба шоц дуал шара قولش فевраля ومخكا ملول هوكفكازا ملول نخشي غلغا ووشخ تاخا جيما وقا зуда божий остаться беш коммунист, комсомолец, фронтовик, инвалид остаться беш мосох махка беха. Даю الأسئلة 23 февраля юлила и арбахар махка бахар. А 29 февраля чакдала высокогосный год хала 29 февраля телеграмм яйт Бери Кузахала 20 числа Хави, он Кугали Чахала, Связгали Чахала, Шалил Урек, Цун Шварт Инерлиш Хала, Арбех, Цун заместитель Шала, Нахи Оршхала, Цу Цацбол Шарьяз, до Траден Хитнери, Ишт Эллери, Важ Эллери Бор, Цу Цанни Дег Эллер Сахала, Дела Гура. تعذر إسبع شوط خال شرع جورع دوينا لام شو بيش بولنيق شتا بيشي وين أوشيني شو بوخشي إيش ساس ليلينا أخو شو تتن إسكر خلا تعبا قيس إزر سالتي إزر إبصري تعبا شوط إزر قاتشل خلقي يهوك شو حتى تنخلا إيش اشتري ونشكل بيقابل دايسا расположить ديناخلا اخا شو يا تليجرام تاع يا دوقسو операция чичевиц قوش شقيالا اخا ويسقط ديش هما دات دوحلو ينشاش خلق بنا نتاغنا هينس казахстане киргизи дайгайтныг саба езд эшелон ю саба езд эшелон هور إشلونا خوز وagон يو لاتو بلجي هوك مخكرة سوري مخكرة هيري مخكرة مثلا نختي بولشر ووشر بيش دابا يشولاش دابا يتنك في با ديز يلغيت إزر في بعد أتاقو قال 496 420 человек работает наш буай. Юхсулт я явар эзер так хоклам-ча вайлам-нышка биснахла, а гюржи махка ши эзер соу нохчи галга хла, үш вовшых я дабекча, юх о архивны кирчта вовшых я преба эзер, преба ко эзер. Эзер иш тагнис. 8 миллион соу. 8 миллион соу нохчи галга даван нисватсиги. Ах иза хажил وبوخ كازاخستان دوق بيرش تسارق كازاخستان دابايتنا ايخل из февраль март месяц северный Казахстан дабаитна масла садайса гергана северный Казахстан баитна и боцуш дуқу баитна хун багайтна нохчи дуқ бер северный Казахстан субуха немцы хала август 41 года махбах был дикс балган багайтен сагалак ак
Hinza wij gatter ditch. Hunde bereiten, hunde bogen. Is als jonge boog, zo tidem bes. Als februari arbecha. Ukaz is arbecha. Республик Юга и Дадак, Воролс марта, 7 марта 1944 года указ Президиума Верховного Совета СССР о своих ханцах Чах Эрду и указ масит варианту архива. Вариант царь Кастам Шмухубон Альша, ваймах бег мух бег. Хан хум урей унж далот. Суть Кастам мш балушу. Bahana, Erbacher, Bahana is a Goitsche Yazdinik preambul edokwe, is a Zailo. Mosu Hena Stalin, Dayashkel project. Tehri project, Adu, Чики, Оломс Яздиндук, по согласованию с вами, со Сталином. Так что преамбул Ядук. В то время, когда весь советский народ вел героическую борьбу против фашизма, многие чеченцы, ингуши, длительное время участвовали во враждебных действиях. Полмиллиона земцов адамдук, и штахан энергии, Угол вок веги волштяж букаш, а армия бешмешхула с 1920, 21, 22 года рождения бешхула на начальном этапе. В итом был бельчхена хин сац болж элмич бог, там армия там беш ит эзер соу нохчи галгахла бог. Ахлю харлани хин сац данный шук сюга. Итом Булбельч из Халхарс Денвашка с 24 июня по 10 июля, там Шикер Хули, ну Шикер Солхан Хулпе 41 года, более 17 тысяч жителей республики записались в народное ополчение. Записались в народное ополчение. Дальше в обороне Брестской крепости участвовали 420 выходцев из Чечено-Ингушетии, из которых 270 были чеченцами-ингушами. Вы архивное управление, таган бяш бок-бок-бу, таган ариэлла, хотом книги «Память», 3 тома книги «Память». Цу книги, цу женщина, цу книги, что в этой книге? Пофамильно установлено более 30 тысяч выходцев из Чечено-Ингушетии, участвовавших в Великой Отечественной войне, пофамильно. Из них чеченцы-ингуши – это около 22 тысяч. Ши-эзер, тохчи галгай, там тяхилы лёг процент, да, Харлани Сайд Мамад. Апрель 42 года, апреля 42 года был издан секретный приказ Наркомата обороны. Чеченцев-ингушей в армию не призывать. Вот некоторые исследователи говорят, было недоверие, было недоверие. А на самом деле, дагуду, что было на самом деле? Вот в 30-е годы, в 1936 году, 5 декабря, была принята Конституция СССР, Сталинская Конституция. В этой Конституции было сказано, что в СССР социализм одержал полную победу. То есть построен фундамент, ликвидирована внутренняя опасность реставрации капитализма. То есть торжество идей Ленина-Сталина. Таким образом были решены задачи, декларировать, что были решены задачи культурной революции, прежде всего ликвидация всеобщей безграмотности. А что обнаружилось, когда стали призывать в армию чеченцев, представителей дагестанских народов, ингушей, балкарцев, кабардинцев, обнаружилась сплошная безграмотность и, самое важное, незнание русского языка. Особенно среди чеченцев и ингушей. А представьте себе солдата, который стоит с оружием, с винтовкой в руках в окопе, дают команду, а он не понимает, о чем идет речь. Так вот, поэтому, с моей точки зрения,
в основном. Причем этот приказ предусматривал отказ в призыве не только чеченцев и ингушей, но и кабардинцев, балкарцев, народов Дагестана, народов республик Закавказья. Там вот эта установка, этот пункт, он дублировался постоянно. Теперь, вот смотрите, я уже сказал, что были 3 тома, были подготовлены, изданы, идет подготовка 4-го тома. Вот на сегодняшний день для этого 4-го тома пофамильно установлены более 2200 человек чеченской и ингушской национальности, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Вот дальше данные. Из числа призванных из Чечено-Ингушетии воинов 44 стали героями Советского Союза. В том числе 6 чеченцев-ингушей. Это вот Бейбулатов Ирбайхан, Висаитов Мавлид, Дачиев Хансолт, Идрисов Абухаджи, Магомед Мирзоев Хабаджи, Нурадилов Ханпаша. В 1996 году за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, еще 3 наших соотечественников были удостоены звания Героя России. Абдурахманов Канта, Узуев Магомед, Умаров Молди. Кстати, вот на сегодняшний день архив располагает документами, свидетельствующими о том, еще 3 наших земляков, Алибеков Саид Ахмедович, Арслан Гиреев Ильяс Акбулатович, Щедаев Айс Укоевич в годы Великой Отечественной войны были представлены в звании Героя Советского Союза. Теперь была же единая Чечено-Ингушетия. Вот смотрите, 3 ингушей, воинов ингушской национальности, Костоев, Мальсагов, Аздоев, за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, в 1995 году удостоены звания Героя России. Имеются также данные еще на 2, на Картоева и Куриева, которые в годы войны были представлены званию Героя Советского Союза. Поиски продолжаются. И поиски дают, между прочим, хорошие результаты. Я хочу что сказать. Если судить вот по этим данным, кстати, более 2000 чеченцев-ингушей в годы Великой Отечественной войны были удостоены другими государственными наградами. Так давайте вернемся к преамбуле указа. Многие чеченцы-ингуши, конечно, это не соответствует действительности. Значит, была какая-то другая задача. Вот говорят, обычно ставят вопрос, за что выселяли чеченцев-ингушей. Мы с вами неоднократно подчеркивали, такая постановка, она, мягко говоря, некорректна. Я думаю, что надо поставить вопрос, а почему Сталин выселял народы? Вот надо искать ответ на этот вопрос. Теперь я заканчиваю. Что же произошло с чеченцами-ингушами за эти 13 лет пребывания в ссылке? Вот мы имеем данные на 1 января 1949 год. Вот я говорил, что более 500 тысяч. Вот по данным на 1 января 1949 год чеченцев-ингушей стало меньше на 132 тысячи человек. Стало меньше на 132 тысячи человек. Или сравним так. Если сопоставить данные всесоюзной переписи 1939 года и данные переписи 1959 года, прирост составляет чуть более 25 тысяч человек, 20 лет, 39-59. А если сравнить данные 59-79 года, то есть 20-летия уже после восстановления Чечено-Ингушской ССР, прирост чечено-ингушского населения составил 412 тысяч человек. То есть чеченцев-ингушей стало почти что 2 раза больше. Вот в преамбуле закона о реабилитации репрессированных народов, принятых 26 апреля 1941 года, сказано, что принудительное выселение народов был акт геноцида. Вот я, как историк, давно занимающийся этими проблемами, считаю, что эта оценка совершенно правомерна.
Баркал Абдулла Махмудович, как всегда, очень емко, убедительно. Я думаю, что вы очередной раз в нашей студии ответили на многочисленные вопросы, в том числе и наших телезрителей, ну и некоторых горе-ученых, которые делали в разные времена попытки очернить историю отдельных народов. Суфьян, мы очередной раз услышали, что наши предки, наши деды, прадеды всегда принимали самое живое, активное участие в судьбе России, да? Начиная с незапамятных времен, во все сложные такие экзистенциальные моменты чеченцы шли в авангарде, как идут и сегодня, да, на фронтах в борьбе с нацистами, фашистами, сатанистами. Мы знаем, что огромное количество научных трудов посвящено этим страницам. Мы знаем, что в институте, коим вы руководите, тоже проводится большая исследовательская сегодня работа. Вот какие труды в этом году появятся, вот в год истории, посвященных нашей сегодняшней теме, или какие-то уже вышли? Bismillahirrahmanirrahim. Salam maşallah masarga sojo waqi tanso hampiridaci qaçara waq hundi elçe sana washsani tani khalar. Tho tan mogerdu jima waqa yuqajim khanlilah tani halqinadu istoriyada tallam beş tani doqşdu. Thandaima yuqa os mashghul اوسم خیلچه خیلبیش اوسم بود هم باشند تویجی استیع سوچ دو تا خینس شهر زین قمیل عبدال زین قمیل از مسیر دقیقش قمیل دو قمیل سدیش دولش دات هندالچه وایت ادوارد دول اتال مای از دین سکوربی ایپامیتی دو اتال مای هند نیستینا الچه هینسه وي دعا هنا بريت تلغيت ويسناليت ألغي بعيش وحقيقة شرشة قباي خوزاي بخي دي بيدا دات قباي خوزاي بخي دي مسوء دين وشكح ألج سن هيز إدش شعور شعور وينا خزينة سنجو دغن عوجن بولش دين وشتو إدش تون ديلا تسوق إري أتل حقيقة إسوا ماي وين دزدي دول ديلا وين أميح إيجان شيرا تان تتدم بغيتا داخ غازو تاع داخل هنشيرا تتدم بغيتا إتل ماي حيسلو تغنا هينس شارديس قميل ديش و لدوش لاس عبدوس قميل ديش و لدوش لاس عبدو قميل ديش هنا هو شاير دوم ألير هو سيلا ويت داغر وين قام سيبريا دغيتر كازاخستاني كيرغيزي دغيتر هينسا مسو ويس وقتوش بالناخي ويس بالبوش بالناخي اش بول مسو شاشا بي سيازيو بوش وينت حيوخش يتشينش يبقدوسش وينت حيوخش يهمش يزدشدو عبدل يخبرنا وشسي بيشبل بالخ تان دحل بيشبو عبدل كرين دول أرخيبيا كرين دول كيت قوة تدمي دللي حق يتي حاجل هردو شنر كيت ولي مسانا داغو يشدو تون ديلا إز عبدل شاعر دوم ألير خان كيز كالديتر هر فيسا تأخ هينس أحد الخطرنا يخطر أيس ديد سري داخلي سونا جيم ويستخلا أي صحلا بعيشوا دول دلار دوي سونالات دوز أي إتال شرش ما يقومنا شوز أي إتال شو شرش سنة جوغا خلون خال داخنا دو قاش مداخنا دو
وندالش وي دعا دعنا تم يوقي خيسنا ويحيولك أنتي اشت كوك شتانا دع بانا هل وس يوروبي عشبو وين قومن دوس إذا وين قومن ديش وس قومن حلق والا حلق بول بولشنا تسارة شين هاوسي وين بريزيدنت روسيا حاجة حاجة تو وس حلق بول بولشنا عن يقيرة غولي ويج شيء قصة قصة وين تسارة أحمد حاجين تدل وين ريسبوبليكي كوغل بات إذا شيء إيون شيء إزار شدو أتس زمان شاهين شارديس هادي يسمى شيء إزار دو شو إذا وين قومن جو خالد دوهم دلشو أزدينا غازو تداخلها أحمد حاجة إذا تقاتشلس أزدي شراحة كرت بالخبر كرت بالخبر نخشي قام إلار داقر نخشي قام تمكوريو غير داقر أتس أحمد حاجة ثاني شيتو إيوني حبي أنشوتها تون يخي دعوتنا تون نا وستخل تون ثاني بولغ بيش مسيت شرح ليلا هروين يخالع شو عبد الله تون أحمد حاجة علم دويزر أحمد حاجة أورجين دويزر أحمد حاجة غلقش دويزر يزن قلا يزر عبد الله الشين قميلا دائما يقولشتو أخا أحمد حاجة وين ما أرجير دين هوش سق خلاليتر أحمد حاجة أرجير شين قام دويش خلاليتر سو شارديس شين علم بيلد يعني بيلقى داخشتو политика национального примирения оли ихум юqa дақи су qoма бортбо amma цухена дек анду из дуйцилаэс вайн гиндухес вайн ол чехтелла ду из виршка декна тепшка декна тухмашка декна чур семяш яқаню но ахмад аш шоштух أحمد حاجة وين يقرأ دعوالر إذا وين جو دق هما دو إذا يقرأ دعوال شلت إحا تو غوش تعني الكماندا أز كماندو تو كماندي كورت هينس وين ولا مخدا رمضان حاجة وقتنا وهينس حدوش دو هينس أحدل خطر إحا شيء أوكا ثاني رمضان حاجة بيور البطح هر تدين شو شيء زرت أيديو شو إذا год истории, архитектуры, исторические памятники и культурного наследия. Ла дақиқинду судя беш бог был, хинса хосайна ошса дага вела оға yok план мероприятий уатин. Тай экспозиция цуюқа, тай экспозиция. Оса тай экспозиция юқа шита bilgalyaqna ارياليشلا جايندو كنيش شرح قشرح ثاني وقع أجر كرت أجر ولناش الشيتا ولدو نو ثاني وقع هينس قجالاتش болчара شهر دي Кинчкио, политического союза, единства, 550 страниц, елша, шахруди, джамбулати, охшему юқах, ени иза, и кинчка, типография, ульши, хинса, сутя бог дабючбу, рецензия даяйта на Абдулли Кинчкио, Абдул Цеяхан Кинчкио. Национальное государственное строительство в Чечне первой половине 20 века. Хокиншка, мой президент Академии наук Джамбулати, Цуюqa на О'трент элэца Абдулса иш дамадезер элла цашиш ва хала дюна о дисри дилна Асламбек Иманович Хасбулатови монографию, син докторской диссертации. Сборник документов Ахмад Осияовский сборник документов нарративный источник архивный документ из шолотомию سيوق وين دال مقلع آريو شيخ منصور أهلاتنا сборник документов جنبولاتي خوكينشكيو Александр Чеченский совместную, щенца отдельную,
так суюга dünya yuqarı konferensiyası suюга ерик Россия yuqarı konferensiyası işt ibelakş bu o beş ibelakş o bir bu beş du tak ibelakş ba dogdaita ibelakş ba ettu ba tak vay mekda gelce vay قوم يلزم خلجة يبيلخش بقى تغنليش ديناح سناقش سكاح سيوغا تخيوغا دونالدو حيقلدو حيقل تقشون تخاهينزا إيردو إير دولتشر بوشا دا داخش دكتور Да, молодец. Шун дерез хлеб шарди Абдул Супьян. Тана вой телехаусар хвашна تخونا مسارنا ждуку история он шкарла ехе вой дис да цейш йочил аонш ж мосона карл йош хлиешю ла вой танлер амел дерза дойча Абдулин дошло ду Burkel de reeds heel Supjan Hagir zat do kirchel. Bur ishu alga zan conferentie zat sprake daisher qas sprake as daisher baan asint erdum. Ergi wa bol beschena Moskva suna za kircht коренер справка о политическом положении Кабардинской АССР. Сухена шаруде президенту Академии наук Supyan direktörü samavya na hokaya hausul herkiyet karine sun elle dagayten nokta dagayten هيتسل سنة كرين كيه داس dat aqa sigaha ديك لخصة tutah яздин ду кай гора кто подарил белого коня Шахрудин Адиевич как президент Академии наук, Супьян Султанович как директор института. Мы втроем решили, давай мы подождем, не будем этот документ оглашать, придержим это. Но вместе с тем мы этот документ отправили некоторым коллегам из Кабардино-Балкарии. Почему мы отправили? Потому что в это время во всех интернет-ресурсах спекулировалась молва, легенда о том, что вот чеченцы подарили белого коня. Мы надеялись, что наши коллеги из Кабардино-Балкарии выступят и скажут, во всяком случае, следующее, что это обвинение беспочвенное. Не надо вот конкретно зачитывать документ, но можно было сказать, что эти обвинения беспочвенные. Вот этот документ, он был оглашен, и вот по сей день, я их называю, мои опровергатели, значит, стараются... Не оппонентами называют? Нет. Они пытаются... Вот, термин подобрали, подходящий. Да. Они пытаются вот доказать, что такого документа нет. Так вот, я своим опровергателям говорю, этот документ находится в архиве, в Российском государственном архиве социально-политической истории, сокращенно РГАСПИ, который расположен на улице Большая Дмитровка, дом 15, 5-й этаж. Центр Москвы. 5-й этаж. Значит, фонда 17, опись 88, дело 614. Вот это документ. Ну что может быть более убедительным, Да. Любой может пойти в этот архив, попросить для ознакомления. И, наконец, я вообще не открывал Америку. Говоря вот о содержании этого документа, я не буду много времени тратить на это, я не открывал Америку. Я приведу вот следующий пример. Вот смотрите. Россия в войне 1941-1945 годов. Эту книгу написал Александр Верт. Эта книга издана в Москве в 1967 году. В 1967 году она издана. Кто такой Александр Верт? Это английский журналист, который все время Великой Отечественной войны находился на территории Советского Союза и по распоряжению Сталина имел право доступа на любой участок боевых действий. Я рекомендую моим опровергателям
Прочитайте страница 419-420 вот этой книги. Дальше, наконец. У вас есть эта книга? У меня есть эта книга. Мы да. тоже рассчитываем. Да, есть у меня эта книга, На эти кстати. страницы. Она со мной в машине. И, наконец, вот в 1974 году в библиотеке «Дружба народов» был издан роман. Называлась она «Сломанная подкова». Ага. Автор этого романа Алим Кишоков. Кабардинец. Фамилия уже Кабардинец. говорит за Алим себя. Кишоков. Вот этот роман посвящен событиям времен Великой Отечественной войны на территории Кабардино-Балкарии. Напомню, что Нальчик был оккупирован немцами с 3 ноября 1943 года по январь 1944 год. Грозный был оккупирован. Не то что Грозный. Территория Чечено-Ингушетии, за исключением маленького рабочего городка Малгобек, не ступала нога фашистская. Коллеги, и это не простые слова, а со ссылкой на проверенные архивные источники. Это мнение ученых, которые скромно сказали, мы Америку не открывали, но близко к этому состоянию подходили. Делрез Хилшон, дала си дуэлшу, дала ишт могш мерша долша лат дуэлшу. Друзья, это была программа «Точки опоры». Мы сегодня собрались в преддверии Дня памяти и скорби. И, конечно же, вспомнили трагические, скорбные, памятные страницы нашей с вами истории. Не только нашей, но и общероссийской. Время нашего эфира подходит к концу. Мы еще раз благодарим наших уважаемых экспертов. Дейрез Хилшана, Дал Алш Дуэлшу. Всего вам доброго, до встречи. Марш Алш.